Погода прелесть, бабье лето. Выдался свободный денек. И я считаю, большой грех, если есть время, не сходить в лес. Сейчас подожди. Ну рассказывай, ты на 5 минут ушла, а время больше ушло. Сережа, я так жалею, что я тебя с собой не взяла. Да, что там? Больше 2 грибов попало? Сережа, у меня уже рюкзак полный, 10-литровое ведро полное, а я еще домой в обратную сторону не иду. Приходи за мной, пожалуйста. А это, 2 рюкзака взять, 3, 10, сколько с собой? Ведро возьми, ведро. Ха, хватит? Надеюсь. Я сейчас выхожу уже, вот хотела с дороги выйти. Вот 3 белых нашла, 3 красноголовика нашла. Молодец. Ну, твои 5 минут капитальные получились. Да, Ну, я понял, грибы навалом пошли. Пошел одеваться, давай, сейчас приду. давай. 14 сентября, а на улице 19,6. Плюс. Чудны твои дела, Господи. Ну что ж, бывает. Значит, берем рюкзак, ведро, одеваемся по-летнему, читай по-июльскому. Так, и что? Не в сапогах же пойти? Ботинки. Сандали успели спрятать на зиму. А так бы и сандали одел. Плюс 19. А ведь реально не холодно. Даже можно сказать жарко. Как далеко она могла уйти? На 5 минут сходить. Надеюсь, 10 километров не убежала. Ну и как, грибы есть? Есть. Нормально? Просто народу много. Да ты чё? Беленький собрал. И за 5 минут? Не за час, где-то до 2. А, ну молодец. Пожалуй, грибников точно много. Тут за километр и то машинами уже уехали. А даже интересно, Лариса Табатьковна как далеко ушла? Тут в километре ее не видно. Давай, давай. Тузик. Интересно, из кустов запах грибов. То ли их слишком много, то ли кто-то там собрал грибы и прячет. Есть вся машина в кустах. Ну, грибов много, что их не собирать. И то, что много людей грибов, эти грибы собирают, грамм не мешает. Грибов все равно больше и больше. На горизонте, похоже, знакомая фигура. Неужто Лариса Батьковна? И всего лишь за 2,5 километра от поселка. Ну что, Лариса Батьковна, рули к обочине, сейчас расскажешь. Ура! Ну что, Лариса Батьковна, давай хвастайся. А где 20 ведер? Я тебе про это не говорила. Я сказала, что у меня ведро, пакет, рюкзак, и я не дойду до дому. Понимаешь, мы не первый год живем, поэтому ты сказала 2 ведра. Значит, я подумал, что 30 ведер у тебя. Ой, наконец-то я тебя дождалась. Ты с ведром, с рюкзаком Я 3 рюкзака взял, рюкзаком. и домой. Может, тебя на руках отнести? Так у меня ж тут железный конь рядом. А, велосипедом? Да, Думаю, как ты далеко убежала. А ты велосипедом? я его тут оставила. Замученная, но довольная. Да. Еще рюкзак. Еще рюкзак. Кошмар. Ну я понял, стоит бабье лето, а то без жаркая погода. Прошли несколько дней дождей, пускай даже с небольшой температурой. Грибов стало девать некуда. Сейчас я шел на встречу с мешками грибов, это самый народ попадается. Но много червивых. Я спрашиваю, ну как грибы? Говорит, о, навалом, только, говорит, народа еще больше. Надеюсь, ты не около дороги собирал? Нет, Сережа, я в лесу собирала. Помогай, рюкзак держи. Может, я на 5 секунд зайду, гриб найду и вроде как 3 ведра мы вместе собрали. Нету тут грибов, Сережа, нету. А, ты уже здесь пробежалась? Что-то мне на велосипед можно? У тебя сил хватит? У меня так появится чувство, что я вроде... Сам собрал, да? Нет, тут разговора нет. Что мне Лепту, со свою лепту внес. впереди женщин забегать, собирать грибы? Я когда уже ведро собрала, я так подумала, зря я Сережу не взяла. Да. Одной вроде бы хорошо Да. дышится, а ведро таскать никому. Да. В общем, ты поняла, Я что мужчины тоже нужны, да? ценность твою поняла, Оценила. оценила. Придется пиво поставить. Что, я зря таскаю? Хорошо, как скажешь, Так, дорогой. ладно, это мелочи жизни. Ну что, у тебя как, может тоже на руках ходить Я велосипеда? до велосипеда дойду. А тебе на плечо, что ты думаешь, как я? Как? Ну что, идем далеко? Нет, вон, это 142.
принципе, всегда приятно осознавать свою нужность, пускай даже ерундовый вес. Конечно, конечно. Хорошо, что ты пришел. Хорошо, что ты дома был у меня, а не где-нибудь на рыбалке. Вот это да. Сейчас бы я тащила. Я, наверное, сперва бы ведра тащить, да, это донесла бы пешком, а потом бы я за велосипедом, наверное, пришла. А теперь надо найти мой велосипед. Шутишь? Где-то тут он у меня был. Валерий Батько в 90-х годах также поехал за грибами, собрал грибы, вернулся к велосипеду, а велосипед тю-тю на воркутю. 90-е. Слышно, ведь голоса слышны. Элита компартии, а в первую очередь комсомола, вдруг суперлибералами стали, считай, предателями. Запрыгали козлами, как сейчас у нас на Украине. Уже не у нас. И в 90-х годах одна говна получилась. Как-то Бог, что ли, реально помог. Как-то вывернулись классно. Ну, на Украине Бога нету, что с них взять? Кто им поможет? Мы только. Вот он у меня. О, так, станцию в открытой лежит. Ну, машины каждую секунду ездят. Силы кончились. Силы кончились. Все, Может, тебя сзади потолкать? не надо. Да ты что, знаешь, как интересно. Так ты поедешь или пойдешь? Поеду. О, ну давай. А я думал, анекдоты по дороге будешь рассказывать. Я поеду. Ты думал, что ты пешком, и я пешком, да, рядом с велосипедом. Ладно, давай, шуруй. Подожди, Лариса Батьковна, а кто расскажет? Меня же не было. Что там делалось? Сережа, я тебе дома расскажу. У меня Нет, ноги давай устали. сразу. И что тебе, Сережа, сказать-то? Ты что, не успела в лес зайти, сразу 10 грибов нашла? Нет, нет, я зашла, вообще грибов не было. Белый гриб. Червивый, маленький, а весь червивый. Вот прям белый гриб. Красавец. Надеюсь, он будет не червивый. Слышь вам, все грибы червивые. Я час, наверное, ходила, у меня на донышке было несколько этих маховичков. Думала, ну, маховички соберу и пойду домой. Вот даешь, 100%. А потом семейство белых попалось. У меня уже настроение поднялось, я дальше пошла. А потом на красноголовиков напала. Вот это попало на семейство. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук вместе. Ой, а там, смотрите, вот это я попала. Вот я лоханулась, что я одно ведро взяла. Час ходила, ни одного белого целого гриба не видела. А сейчас напала на семейство, и почти все целые были. Скоро ведро наполнится, поэтому похожу немножко и домой. Ведро полное, а я только в раж вошла. Мне хочется собирать. Вот хорошо ходить, конечно, одной, но с другой стороны, ведра-то некому таскать. Был бы Сережа рядом, он бы сейчас с ведрами, а я бы с пакетом дальше грибы бы собирала. И у меня уже 2 ведра полных было, а потом я тебе позвонила. А, ясно. И по дороге еще, наверное, собрала больше половины ведра. Да, ну, чувствуется, что сегодня что, выходной? Нет, четверг. Это в четверг столько народу? Ну так, безработных много, пенсионеров много. Это ты, ну, пенсионерами согласен. Ты думаешь, вот эти все машины, это все безработные ездят? Не знаю. Слушай, Так они, может, вот чудна так. страна Россия. Но в лесу народу много. Вот так и вот шла, и где-то слышно голоса, где-то слышно треск, там еще что-то. Ну, ладно, хорошо. Но белых уже вот на таком сухом бору уже мало. На бору уже вот таком сухом бору уже белых грибов мало. Или они червивые. Да, а где ты их собирала? Ну, где-то возле тропинок, возле вот несколько штук хороших нашла возле край там, не болота, а вот такого
более темного леса. А тропинка не по бору идет? Ну, по бору, но вот на бору нету. Понял, это не бор. Понял. Сережа, у меня все одно, лес. Ну, хорошо. Ну ладно, что не едешь? Я поеду. Давай. Не обижайся. Можно было, конечно, пешком с тобой, но у меня ноги устали. Я домой хочу. Хорошо. Ну давай. Мама, не горюй. Все, Сережа, пока. Ну, давай. Пока. Тоже, что ли, велосипед приобрести? Круто, за километр от поселка патроны валяются. И грибы. Прямо около дороги. Другими словами, пакость. Нельзя такие кушать. Ура, дошел до поселка. Скоро дома. Слушай, достаточно много времени прошло, температура грамм не опустилась. Бабье лето. Что ты хочешь, Сережа? До 14 сентября это перебор. Дуже жарко, слишком жарко.